В Хангаласском районе начали разводить соболей. Новое направление деятельности открыла Покровская звероферма. Ранее хозяйство специализировалось только на разведении серебристо-черных лисиц. Подробности у Виолетты Засимовой. Соболей породы Салтыковская-1 в количестве 300 особей завезли из Иркутской области неделю назад для организации клеточного соболеводства на базе Покровской зверофермы. Это крупнейший за последнее время завоз на территорию Якутии. К примеру, в прошлом году на звероферму села Иенгра Нерюнгринского района в качестве эксперимента завезли всего 30 голов соболя. Когда мы были в Иркутске, когда приобретали, там такой же холод был, где-то 25-28 было тоже. И переносит зиму также, так как и здесь, но у нас посуровее должно быть. По еде там он неприхотливый, как и лиса будет, она кормиться, так и будет. По словам опытных соболеводов, первый приплод можно ожидать по истечении 3 лет. Из них 2 года уйдет на то, чтобы самки созрели для спаривания, затем 9 месяцев длится их беременность. Но это если речь идет о новорожденных щенках соболя. Обычно продают щенков годовалых, да? Не то, что этого года, а вот в Иркутской области, Большереченской звероферма пошла нам навстречу и продала взрослых. 2-3 годовалых. Финансовую помощь в приобретении 300 голов соболя зверохозяйству оказало Республиканское министерство сельского хозяйства. Все-таки экономика должна быть в будущем, все-таки она должна быть окупаемой. Поэтому вот посчитали насчет соболей, и она соболеководство, оно должно у нас выйти на безубыточное производство. И, соответственно, пользуется тем, что мы советовались специалистами, и они сказали, что насчет вот этих наших холодов, нашего климата, да, и оно должно лучше, пушниное качество должно быть еще лучше. В данный момент в Покровской звероферме продолжается строительство шедов для содержания соболей. Каждый шед состоит из выгула и домика. В связи с внедрением нового направления зверохозяйству требуются молодые специалисты зоотехники. На следующий год запланирован завоз дополнительной партии щенков соболя. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.